Всем привет! У нас тут... Я решил сегодня записать видео на русском, так как русский не мой родной, извиняюсь, что, если скажу, что не так. Режиссер Виталий меня поправит, надеюсь. Так, у нас копейка, не знаю точно какого года, но около 80. Год Олимпиады, короче. Но у нас тут движок заклинивший. Нет, не копейка, а точнее то, что с ней осталось. Она в начале 90-х, как мне дедушка сказал, попала в аварию. Такая Шкода не уступила дорогу, он ехал по главной дороге, а сбоку ударила до него, как? Виталий, скажи. Ну, с ним ударилась. Это другая машина Шкода, и все. Дедушка не знал, что делать с машиной, он загнал в гараж. Там она простояла до 17 года. Потом я ее взял от него. Сколько лет прошло? 8,5 года уже прошло. Но у меня так не делалось ничего, но там снял двери, как мне не нужны, на другую машину. А сегодня хотим попытаться этот движок хотя бы раскрутить. Ну, не то, что завести, тут не хватает деталей много. Хотя бы раскрутить его. Так, приступаем. И идет уже. Я как машину привез, так, открутил свечи, взял туда керосин, но не помогло, наверное. Но это было давно, как этот год, как я машину взял. Кстати, не знаю, если сказал в начале, я из Словакии. Тут и родился, и живу. Русский так и учился. Сам. Что еще? Дедушка. Он что-то продал из этой машины, он была некомплектна. Ну, передняя часть была, крыло было, я уже все поснимал. Видимо, тут удар был с той стороны, от стороны водителя. Все тут было такое окислившееся. По-моему, там аккумулятор был плохо закреплен, ничего. Может, он упал, где-нибудь разбился. Но просто тут все так ржавое, сильно. По-моему, из этой кислоты. Иди ближе, посмотри. Значит, свечи так выглядят, они развалились просто, ржавые все. Я уже ослабил, ну уже давно ослабил, сейчас выкручу. Ну там керосин этот, он такой, как я налил. Так, попытаемся раскрутить движок, снимем клапанную крышку, посмотрим, что там. Да? Почищу чуть-чуть клапанную крышку, чтобы этот мусор не упал в двигатель. Раскроем тайну. Виталий, уходи подальше. Будет пивно. Все, это болт так заржавел, я думаю, можно сломать. Чуть погрею, может поможет. Я ошибся чуть-чуть. Он откручивается легко. Эту нагрел. Как называется? Гайку. Гайку на шпилку нагрел. Шел легко. А эти тоже идут легко. Несмотря на ржавчину. Даже эта шпилка крутится вместе. А ведешку еще не заливал. Вот советское качество. Как вам? Да. Может, и у вас вопрос, зачем я это делаю, но хочу узнать, если этот движок можно спасти, так как я занимаюсь этими машинами, ну, у нас была копеечка, как я родился уже 2 года. Мои родители купили новую
я всю свою жизнь сталкиваюсь с этими машинами. Иди сюда, оператор. Посмотрим масло. Я не менял масло, так как машину взял, так есть. Масло чистое, не знаю, что видно вам. Шу поржавел, ну там как масло бил, он такой хороший, чистенький. Все, открываем тайну. Прокладочка, давай. Ай-яй-яй, я уже вижу, что не очень хорошо. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ой-ой-ой-ой-ой. Все ржавое. Ну, цепь. Вся ржава. Ну, это не очень хорошо. Я еще с этим, честно скажу, не сталкивался никогда. Не знаю, что вы предложите как профессионал, некоторые из вас, но я думаю, не надо попытаться этот движок раскрутить, если, ну, потому что это ржавчина, все попадет, Виталий, как правильно, попадет в двигатель, Да. и то будет не очень хорошо. Кстати, помпа крутится. Генератор заклинил. Так, наверняка, я думаю, надо снимать голову. Но жалко движку. То, что знаю, дедушка сказал, что там пробег был небольшой, если помню, там около 60 тысяч. Это мало. Машине было там 13 лет. Если в 80-м году она была сделана, в 93-м попала в аварию, с тех пор движок не крутился, видимо. И такая случай с ним случилась. Да. Даже трамблор не могу снять, он так сильно закис. Охренеть может. Мы таким образом снимаем этот трамблор. Я тут палочку поставил, Виталий держит. А тут бил с молотком, но одной руки теперь не хватает. Теперь или сейчас, Виталий, как правильно? Ну, можно и так сейчас не хватает. Ну, так. Поднялся чуть-чуть. Видите, там уже щель. Виталий Да, говорит, щель. что щель. Я, если не знаю, то спрашивай, как правильно русское слово. Так, все, выключимся немножко. Будем еще пробовать так молотком. Его, да, вверх пошел. Все, подняли его. Виталий, убили эту хрень. Смотрите, как все ржавое. Как эта штука называется? Ну, шток можно назвать. Шток. Да. Ржавый, весь Вал, ржавчный. вал. Валик маленький. Ну, чуть-чуть вам видно, там все ржавое. Блин. Снимаем эту крышку переднюю. Так называется? Да, Переднюю крышку снимаем. Если вы заметили, что так много шума тут маленький москвичевод постоянно шумит. Но он сам играет, и так хорошо. Мы продолжим. Снимаем шкив. Он идет легко. Но там как кирдик, есть такое слово? Кошмар. Да, Или что такое? все в ржавчине. Да, снимаешь это. Все в ржавчине. Я такой никогда не видел. Я так не встречал такую битую копеечку. Охренеть можно. Ладно.
Продолжаем, разбираем передок мотора, или крышку, переднюю крышку, да, так, я уже говорил. Эти гайки, болты откручиваются довольно легко. Главное не забыть про эти 3 внизу. Попробуем, когда они будут откручиваться. Да, все идет легко. Все отлично. Вы наверняка слышали, что сын сообщил, что он идет какать. А не какать, как правильно? Нет, правильно как. Какать. Но это не касается нашей работы, конечно. Работы. Так мы продолжаем. Скоро будем крышку снимать и увидим, что там интересного будет. Так, все гайки и болты сняли. Момент истины. Правильно сказал Виталий? Виталий. Да. Кивает головой. Кивает. Так, Кивает, правильно. кивает, ага. Кивает. Кивает головой. Правильно. Там тарара. Там тарара. Там тарара. Вы не хотите это видеть. Я тоже не хочу это видеть. Ёшкин кот. Так правильно сказал Виталий? Да. Охренеть можно. Это капец. Это капец. А масло там есть прозрачное. Видимо, он масло менял. Но я, как это дедушка встречал, было видно на нем, что он такой заботливый. За машиной следил. Кстати, он потом купил другую копеечку. Но уже не новую, эту купил новую эту. А другую купил такую... там сколько это было? 70... Не, год 79 или 80. Я купил эту машину и его ту, потому что ему уже было 80 с чем-то. Не знаю, если он жив еще, уже сколько лет? 8,5 лета. Года прошло. 8,5 лет, да. Да, но не знаю, что с ним. Но я от него купил эту другую копеечку, на ней покатался. Потом мой отец мне дал эту синюю, так я эту продал, эту оставил у меня. Ну что делать, ну все поржавело. Все равно попытаемся ее тронуть. Стронуть, ага. Так, правильно? Ну, стронуть, да. Стронуть, сорвать. Сорвать, да. Я приварил на эту шкив такую квадратную трубу. Так. Ух ты! Похоже, что-то сломали. Шпонку, например, да? Как вариант. Ну да, шкив. Ёлки-палки. А я сильно не тянул даже. Так, это не был вариант хороший. Виталий, что предлагаешь дальше? Тут наварить трубу прям на колодвал. Ну, если не жалко, да. Так, этим шкифом нам не получилось. Мы просто ошибку сделали, признаемся. Но теперь что? Тут надо что-то как плотно что-нибудь дать. Не знаю, что пока. Ничего не подходит еще в наших гараже и на дворе. Теперь помоги, Виталий. Что делаем с этим маслом? Ну, разогреваем масло. Разогреваем масло.
фиганем там. Как? Зафигачим цилиндры. Зальем в цилиндры. Зальем Да. цилиндры. Ну и что-то попытаемся еще. Прокрутить его с обычным этим. Рожковый ключ называется? Да, рожком. Рожковым ключом. Ну а если нет, так что, сегодня закончим. Продолжим, не знаю когда. Včera mi zalili gariače maslo v cylindre, no ničo nepomoglo. Сегодня уже Виталия нет, он ушел домой, уехал. Завтра на работу он поедет уже. А я тут сам, без оператора сегодня. Все тут убрал вокруг мотора и начну снимать голову. Очень меня интересует, что там будет. Ну, ржавчина, конечно, будет, я думаю. Смогу раскрутить этот коленвал или не смогу, но увидим. Сниму голову и потом покажу результат, так как оператора нету, сложно мне будет самому снимать и делать, ну, работать, имею в виду. Очень грустная история, друзья. Как это называется? Распредвал тоже поржавел, не крутится, уж проверял уже. Так выглядят клапана. Ржавчины хватает. Сниму голову, покажу еще дальше. Боюсь, что этот движок будет не спасти. Надеюсь, я ошибаюсь. Потому что, по словам дедушки, его пробег около 60 тысяч. Неплохой движок, если бы этой ржавчины не было. К сожалению. Голова снята. Так это выглядит. Ну, это все мокрое от масла, которыми заливали. Цилиндры все в масле. Ой, тут чувствую там какой-то мусор, какой-то ржавчина внизу. Ёшкин кот. Пока не пробовал. Попробую так, ключом. Ни хрена. Нет. Капитанка зажавел. Капитанка. Тут клапан этот первый. Постучал он зашел внутрь. Остальное пока не проверял. Не проверял. Так, что дальше? Попробую масло это убрать. Пш. Сын постоянно тут спрашивает меня что-нибудь. Маленький москвичевод. Попробую это масло убрать. Но там, почистить цилиндры. Не знаю, что это дает, но придется движок разбирать. Комплект, ну, весь разбирать, короче. Хорошая новость. Распредвал крутится. Это хорошо. А это, как называется это? Толкатели, по-моему, если хорошо помню. Да, они в хорошем состоянии. Видимо, невидимо. Значит, что двигатель не прошел много километров. Это радует. Так,
Уже надо спасти нижнюю часть, и все будет хорошо. Продолжим завтра. Уже начинает темнеть. Прошли еще 2 дня. Цилиндры были полностью залиты маслом. Начал чистить. Я и так не понял, откуда это грязь такая взялась. И масло залили чисто. Движок был закрыт. Просто не понимаю. Но все. Я еще так бил молотком этим. Ни хрена не получилось. Просто капиталенько заржавел. Так, что дальше? Дальше ничего. Надо эту карусерию отсюда убрать. Меня тут ждет следующая работа. Так, поставим этот движок пока на паузу. Сниму с этого останков этой карусерии движок, коробку, мосты и все. Отправим металлом. И думаю еще снять поддон, повернуть движок обратно, снять поддон, ну, слить масло, конечно, там еще масло в поддоне. И попробовать налить с другой стороны цилиндров какую-то жидкость типа ВД-40. И увидим, что будет. Ну, я чуть-чуть залил. Такую, ну, не ВДшку похоже. Я ВДшку не пользуюсь, она очень дорогая, а не вижу какое-то волшебство у ней. Так, ладно, все, на паузу поставим. Потом буду снимать, что дальше получилось или не получилось. Смотрите, какое масло там было. Прозрачное. Дедушка заботился за машиной. Менял часто масло. Но все равно 33 года без движения. Движок заклинило. К сожалению. Очередной москвич купил 407. Ради чего? Самое главное, что у меня еще не хватало, были эти задние молдинги. Да, тут просервили, но все равно они присутствуют. Неплохие задние фонари. Это тоже все буквы на капоте присутствуют. Ну и в основном, что еще эта кнопка более-менее хорошая, красная. Это тоже мне не хватает. Но потолок неплохой. Ну, грязный, но не рваный. Там в угле было гнездо этих ос. Надеюсь, это почистится. Ну и так, что с ней брать? Ну, не знаю сам. В остальном сиденье рваное. Миши выгрызли дыру большую. Обивки дверей тоже испорчены. Задний капот я уже снял. А там бумажка была в хорошем состоянии. А так что, ну что можно брать? Там всякие болты, гаечки. Мне надо, что я буду собирать этот свой 407. Так, прикупил машину. Она досталась недорого. Всего 200 евро. Из Чехии привез. К нам в Словакию. Так, такие дела. Уже начал разбирать потихонечку. Сниму, что надо, и остальное, знаете куда. Металлолом, к сожалению. Так, такие дела. Второй день разбираю этот москвич.
почти все снял. Еще бампер буду снимать. Тут вырезал эту часть. Мне будет нужно на мой москвич, который будут собирать. Все достаточно легко откручивается, я удивлен. Ну, кроме там передка. Эти болты, они ломались, но и так хорошо. Но имею в виду этот фартук. А что мне удивило? Смотрите, мост. Он так висит. Уже на соплях. Я думал, эти 4 болты, тут дырки видно, сниму и все. Нифига. Он этот кронштейн был еще приварен. А я тут мучусь, блин. Даже это было надо зубило применять. Я уже так поднял, чтобы было видно. Так, уже все. Чуть зубилом еще и все. Уже мост будет снят. Слава Богу. Что дальше? Срежу крышу. Потому что потолок хочу снять аккуратно. А лучше, когда с крышу обратно поставлю. Или на бок. Уж потом, когда ее срежу. И что дальше? Тут переднюю часть зарежу вот так. Пока это не буду разбирать. Может еще какой-то элемент кузова пригодится. Но и мост неохота разбирать. Сейчас времени на это нету. Так, и завтра остальное металлом отправлю. Ну, еще эти внутренние пороги хочу срезать, оставить. Ну, все. Пока все. Продолжаю. Продолжаю процесс разборки этого москвича. Все так выглядит. Там еще чуть-чуть держится. Эту часть завтра отправлю в металлолом, а эту оставлю пока дома. Нет времени разбирать мост, а остальное все так останется как есть. Ну все, эту часть отправляю в металлолом. Прошло некоторое время, Виталий вернулся, Владко, что ты я? и мы идем продолжить
с этим двигателем. Снимем поддон и посмотрим, что там. Да, вот Иван уже снимает поддон. Скоро мы увидим, что там хорошего внутри. Не думаю, что хорошего. А может и нехорошего. Момент истины. Чё? Я думаю, оставим так, не откроем. Ёшкин кот. Ну, лучше не открывать. Ёлки-палки. Ёлки-палки. Везде все ржавое, блин. Обалдеть. Это поддон, Покажи ближе. а это все, что под ним. А это было. капец. Это капец. Так что, зальем тут какую-то жидкость типа ВД-40 и подождем 2 года. Охренеть можно. Как так? Все, мы там заливаем керосин. И что, будем ждать недельку, может быть. Буду смотреть, если его там есть или ушел. Или что с ним будет, не знаю. Все, закончился. Так, подождем немного, может недельку, не знаю. Поддон приложил. А мы будем прощаться с вами. Пока. До свидания. А еще Виталий предложил, что нахрен этот двигатель надо металлом отправить. Но я пока не хочу. Хочу узнать, если его можно спасти или вообще уже нет. Пока. Пока.